За последнее время на нескольких новостных интернет-сайтах кыргызского сегмента и других средствах массовой информации опубликованы статьи с заголовками о попытках прослушивания экс-президента Алмазбека Атамбаева, которые в обществе вызвали широкий резонанс. В данных статьях было указано, что некий представитель ГКНВ пытался завербовать сотрудника СДПК, а именно к сотрудничеству в виде проноса и установки прослушивающих технических средств в рабочие кабинеты экс-президента Алмазбека Атамбаева и заместителя председателя СДПК Фарида Ниязова, которые были помещены в электрических удлинителях, что наглядно было продемонстрировано в видеоролике. Следует отметить, что в соответствии с требованием положения о едином реестре преступлений и проступков поводами к началу досудебного производства служат заявления, сообщения о совершенном или готовящемся преступлении либо проступке. В соответствии с требованиями статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики уполномоченные органы обязаны принять и зарегистрировать любое сообщение о совершенном преступлении или проступке, и отказ в этом не допускается и влечет уголовную ответственность. 24 мая 2019 года военная прокуратура Кыргызской Республики собраны материалы по публикациям, зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 186 нарушение неприкосновенности частной жизни, частью 2 статьи 189 нарушение тайны переписки и частью 2 статьи 320 злоупотребление служебным положением. По данному материалу начато досудебное производство для установления истинных обстоятельств произошедшего. Официальное заявление экс-президента Атамбаева об указанных обстоятельствах поступило в Генеральную прокуратуру 27 мая текущего года, в связи с чем данное обращение приобщено к материалам ранее начатого досудебного производства по данному факту, в рамках которого его доводы будут тщательным образом проверены путем проведения необходимых следственных действий, и по их результатам будет дана соответствующая юридическая оценка.